болею сейчас этим вопросом. Говорят, где-то там под Минском что-то под утро утечку стала давать теплотрасса, повысили давление, теплоноситель, ну, как обычно. Я подумал так вот 3 дня назад, думаю, вот надо предупредить начальника, думаю, ну, наверное, знаю, ну, дайте вы немножко прохладнее теплоноситель, воду там или еще чего-то, но чтобы она была постоянно. Хуже будет, если давление повысите, горячая это теплотрасса, тепло такое в дом, но его не будет вообще. Вот сейчас ищут там, естественно, нашли резервные источники для этого. Но если бы не 100 градусов или 90, вода в трубах была и давление поменьше, а 80, но давление поменьше, ну, немножко прохладнее бы было в комнате. Не 25, как у нас и у вас привыкли, а 20 градусов достаточно в доме. Я не знаю, как у вас, у меня так и здесь, и дома прохладно, и это здорово. Ну вот проблемы у нас по мелочам. Мы ж славянские люди умеем это делать, чтобы проблемы себе создать, а потом их героически преодолевать, чтобы заранее подумать, как обеспечить теплом в эту морозную зиму. У нас мы уже давно забыли про такую зиму, когда и снег есть, и мороз.